Сергей Зюзев из Подъельска и его два сына Антон и Александр стали триумфаторами Олимпиады в мужском зачете. Они заняли весь пьедестал. Республиканский лыжный фестиваль в селе Большелуг Арткеровского района Коми собрал порядка 500, в том числе иностранных участников. Увлекательные гонки на лямпах и лызях транслировал Юрган в прямом эфире. Алексей Корчма знает подробности. Настоящий праздник для небольшого села, 14-я по счету Олимпиада. И это не просто спортивный фестиваль, а большая развлекательная площадка. Это одно из важнейших наших мероприятий и событий, культурно-событийного плана. Потому что весь район готовит это мероприятие, жители района, все очень переживают, как оно пройдет. Приезжает много гостей, мы ждем гостей. Ну и стараемся, чтобы всем здесь было хорошо и комфортно. В то время как участники забегов готовили свои лямпы, зрители развлекали творческие коллективы. На улице шашлык, в чуме суп из оленины. Кстати, смотрите, кого мы встретили. Это же наш этноблогер Генрих Немчинов. Генрих, скажи, пожалуйста, чего ты там готовишь? Суп из оленины. Это суп из оленины? Да. А что туда кроме оленины добавляется? Морковка, картошка и все. Трассу для гонок готовили несколько дней. Сначала ее опробовали лыжники-любители, а в полдень на старт вышли спортсмены на лямпах. Поехали, друзья! Гонка началась. Первый забег на лямпах. По условиям состязания участники должны быть на широких лыжах, лямпах или лызях и обязательно в костюмах охотников. Вместо палок – посох койбить. Это незаменимая вещь для охотника – откапывать капканы от снега, ставить капканы, чтобы не было запаха от рук. А лыжи – это настоящие охотничьи, покрытые камусом. Шерсть оленя или лося берется специально от ног, покрывается для того, чтобы лыжи скользили в горку, а под горку ворс тормозит и не дает скатываться назад. Первыми на лыжню вышли мужчины. Со стартовых метров дистанции в отрыв ушел постоянный участник Олимпиады Антон Зюзев. И своего лидерства он не упустил. Я несколько раз выигрывал уже эти соревнования. Но были годы, когда брат выигрывал, потом отец 2 года назад выиграл. Был еще год, когда Ване Владислав меня выиграл. В этом сегодня он не участвовал. Но в целом пальма первенства почти всегда у вашей семьи. Мы так, да, меняемся, получается. Брат Антона Александр пересек финишную черту вторым, а бронза у отца Сергея. В зачете среди женщин победу одержала Кристина Гавриленко. Лямпы ехали хорошо, просто физически было тяжело. Руки забивались и ноги. Это очень классно. Я второй раз только бегу на лямпах соревнования и сразу 1 место. А в прошлом году была 4-я, потому что упала на подъеме. Самый колоритный участник среди новичков – студент из Египта Ахмед. На лямпу он встал впервые в жизни. На дистанции несколько раз падал, но к финишу пришел. Вот этим иностранцам, которые сегодня участвуют, это очередной урок, что поедут, как говорится, к себе на родину. Такие же соревнования можно проводить и на песку. Между прочим, у меня есть еще мысль первенства республики, гонки на лыжах на песку делать. Очень здорово летом. Есть! Побежали! Стартанули хорошо. Олимпиада может стать знаковым событием для привлечения туристов, а сам национальный вид спорта – гонки на охотничьих лыжах – брендом всего региона. Об этом ранее говорил глава Коми Владимир Уйба. Власти республики уже подготовили пакет документов для проведения тематического чемпионата мира. Алексей Корчма, Дмитрий Булаев, Олег Костромин, Вячеслав Беспалов, Роман Боровиков, телеканал Юрган.